Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко, и это программа «Между тем». Когда мы говорим «доброволец», мы чаще всего имеем в виду человека, который добровольно вызвался защищать страну с оружием в руках. Но между тем добровольцы – это и те люди, которые трудятся в тылу, помогая своим согражданам, которые находятся на полях боевых действий. Добровольцы – это и медики, которые выезжают в районы Донецкой и Луганской республик, в Херсонскую область для оказания медицинской помощи. Вторую неделю подряд в подшефном Якутии, городе Кировское, работает бригада из 10 якутских медиков. С 16 октября медики осмотрели и оказали помощь уже 1500 местных жителей и военнослужащих. До этого дня в городе катастрофически не хватало специалистов, таких как неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Якутские медики работают по 12-14 часов в сутки, принимая около 50 человек в день. К ним стоит огромная очередь, которая начинает формироваться еще с 6-7 утра. Пациенты приезжают даже из соседних городов. Более 500 человек получили консультации кардиологов, более 200 консультаций невролога, более 300 пациентам проведена УЗИ-диагностика. Кроме того, врачи провели консультации для детей со сложными диагнозами. У людей долгое время просто не было возможности получить качественную медицинскую помощь. Во время боевых действий на территории ДНР дважды в здание больницы прилетали снаряды во время обстрелов. Силами якутских добровольцев и специалистов город Кировское постепенно восстанавливается. В том числе проведен ремонт и в больнице, в которой ведется прием. У жителей с приездом якутских офтальмохирургов впервые за долгие годы появилась возможность сделать операции на глазах. И их проведено уже более сотни, от плановых до экстренных. Проведено несколько операций по удалению из глаз инородных тел, так как люди получают ранения. У одного пациента удалили даже кусочек снаряда. Жительницы Кировского также получили возможность пройти маммографию. Врачи из Якутии запустили новый рентген-аппарат, который ранее не использовался, так как в городе не было обученных рентген-лаборантов. За 10 дней порядка 250 женщин прошли обследование. Через какое-то время якутские медики вернутся домой, но к тому моменту в республике будет сформирован второй медицинский десант, который отправится в Кировское. И эти врачи и медсестры также заслуживают статуса добровольцев, поскольку едут помогать людям по соображениям совести и по зову долга. Всего доброго.